Здравствуйте, Денис Тоневич. Начнем, наверное, с самой острой темы задолженности перед Российским пенсионным фондом. Как известно, сумма переплат на данный момент составляет более 17 миллионов рублей. Как и почему вообще произошла такая ситуация? Я могу сказать лишь то, что общеизвестный факт, то, что в августе месяце обратились российские наши коллеги Министерства труда и социального обеспечения Республики Абхазия по поводу незаконных получений нашими гражданами после смерти родственников, что они снимали за них их пенсии. Это около 600 с лишним фактов и на сумму около 17 с лишним миллионов рублей. Вот то, что я могу сказать. Поэтому в тот период было принято решение о приостановке выплат через банкоматы республики. Пенсионеры получали лично в отделениях Сбербанка или их представители с генеральной доверенностью. С того момента, как сумма была озвучена российской стороной, уже какая-то часть погашена или такая же ситуация? Фонд Абхазии не владеет, лучше взять у наших коллег такие данные у них. А лица, которые незаконно получали средства, какие-то меры к ним принимаются, они найдены, эти лица? По всем этим делам были обращения в прокуратуру, и прокуратура занималась этими гражданами, но это именно по поводу российских пенсий. И еще раз, по поводу получателей абхазских пенсий, изначально каких-то претензий и конкретных лиц по таким фактам не было. И были, случаи, единичные случаи, и несущественные там суммы были, и претензий у Абхазского пенсионного фонда гражданам нашим каким-либо нет. Пускай люди получают, и это удобнее намного, чем ходить в кассу, когда она работает. Этот человек может снять там в выходной день, праздничные дни они могут, и в принципе в любое удобное им время. Буквально вчера информация об этом появилась, о том, что теперь абхазские пенсии можно снимать с карточек через банкоматы. Расскажите подробнее, каких категорий граждан это касается? Коснется категории, которые не получают какие-либо российские выплаты. Это исключительно те выплаты, которые финансируются, выплачивает Пенсионный фонд Абхазии. Допустим, по возрасту. Это с доплаты, вместе с доплатой 2500 рублей, которые получают у нас получатели доплаты. Это около 8500 человек. Там и социальные пенсии туда входят, и инвалиды детства до 16 лет входят туда, и первой, и второй группы. Также категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии, все инвалиды всех групп, в принципе, многие из них не являются получателями российской пенсии. Вот эти все категории входят. И помимо пенсии, доплат, там есть еще и пособие, и, как мы видим, около 21 тысячи человек. Это немалое количество, и вот они все будут получать через банкоматы. Вот, у них будут разблокированы карты. А если гражданин получает и российскую, и абхазскую пенсию? Я вам не могу сказать пока. Это будет решаться и нашими российскими коллегами, когда они уже сочтут, что эти проблемы, которые я уже озвучил, и их стало меньше или уже исключены, тогда будут они решаться вопрос о включении. По этому вопросу я вам ничего не могу сказать. Российскую пенсию можно снять не через банкомат, а именно придя на место. Этот метод, он какой-то он эффективен, он помогает бороться вот с этими незаконными получениями пенсии? Было сказано то, что да, эффект имеет, и эффект колоссальный, и фактов переплат практически нет, и оно сыграло положительную роль в этой ситуации. Да, определенные неудобства были, и в период пандемии так совпало, к сожалению, но тем не менее это было требование,
и обращения наших коллег Российского пенсионного фонда. И, в принципе, такие вещи обоснованы были, требования, претензии, и результат есть. Не могу не задать вопрос, который волнует многих наших граждан. Почему в последнее время абхазские пенсии начисляются с задержкой? Да, мы тоже видим обеспокоенность наших пенсионеров и инвалидов всех категорий, инвалидов, связанных с Отечественной войной народа Абхазии. В принципе, причина объективная. Вот. Мы все видим, что и ситуация не только в нашей республике, в нашей стране, вот, связана с пандемией. Первым делом связано это с пандемией. Пенсионный фонд, когда в 2020 году было повышение доплат на 100%, и в 2019 году повышение некоторых категорий пенсионеров, никто не предполагал, что в 2020 году нагрянет пандемия, и не только пенсионный фонд, а в общем наше государство столкнется с такими проблемами, не только наше государство, и весь мир. И, естественно, это влияет и по сегодняшний день на поступление страховых взносов. Вот. И это первым делом показывает, что сократилась экономическая активность в общем нашей республике, и это напрямую влияет на наш фонд. У нас распределительная система, грубо говоря, сколько поступило средств сегодня, завтра, послезавтра уже мы отправляем на выплату этих пенсий. Деньги мы финансируем, это за счет наших именно тех поступлений, которые внутри республики, из заработных плат бюджетников, бюджетной сферы, хозрасчетных организаций, коммерческих организаций в совокупности, мы уже перенаправляем эти же деньги на выплату пенсий и пособий. Естественно, у нас надеемся, что началом летнего сезона со стабилизацией обстановки экономической, и мы выправим эту ситуацию, и мы будем, как и прежде, финансировать, платить вовремя, но пока на сегодняшний день такая ситуация. Вот, связано с поступлениями с пандемией. И в прошлом году у нас уже есть цифры. В прошлом году, в 2020 году, хозрасчетных организаций, коммерческих организаций в пенсионный фонд недопоступило свыше 130 миллионов рублей. Это примерно, не примерно, это та сумма, даже больше, которая наша потребность в месяц на выплату пенсий всем категориям наших пенсионеров. Ну, вот с этим и связано. Какие меры принимаются по отношению к таким крупным должникам? Тоже проблема для фонда, что мы вовремя не платим, не можем финансировать пенсии выплаты. Но, вы знаете, у нас в прошлом году мы взыскали свыше 21 миллиона рублей по инкассовым поручениям. Также мобилизовано у нас свыше 50 миллионов рублей в общей сложности, но этого недостаточно, потому что у нас задолженность перед фондом около 270 миллионов рублей. По поводу крупных должников, вот у нас, да, вы понимаете, вот мы те меры, которые мы принимаем на сегодняшний день, ну, допустим, даже по Черноморэнерго, ввиду значимости этого предприятия полностью блокировать работу этого предприятия мы не можем. Вот мы видим на подстанции аварии были, и сколько неудобств эта подстанция причинила нашим гражданам и жителям нашего города. Да? Выставив инкассовое поручение на огромную сумму, вот, в принципе, столкнется сразу же это предприятие, столкнется с колоссальными проблемами, и это отразится на всех граждан нашей республики. Но тем не менее мы надеемся, что мы претензионные письма мы и раньше в принципе писали, и сейчас дополнительно мы должны представить график выплат. Вот, и в этом году, в 2021 году, те организации, которые имеют задолженность перед пенсионным фондом, обязаны будут погасить, потому что в этом году и в бюджете фонда заложена беспрецедентная сумма взыскания этих долгов, и мы будем взыскивать с этих организаций.
Озвучу вопрос, который беспокоит всех. Не знаю, логично ли это будет звучать после всего вами сказанного, но есть ли надежда на то, что абхазская пенсия вырастет, как и другие выплаты государственные? Повышение пенсии в 2019 и 2020 году в общем потребность фонда на 35% практически разом в течение полугода очень сильно повлияло на выплаты в настоящее время, которые мы производим. Это говорит о том, что на 30-35% повышать в общую потребность фонда единоразово практически, да, это очень накладно для фонда. Мы не осиливаем такие выплаты. Повышение некоторым категориям или пенсии, оно должно происходить постепенно. За последние 7-8 лет, вот мы как видим, динамика поступления страховых взносов и выплат фонда нашего, она увеличилась. Увеличение было не стремительно, оно было постепенным. В принципе, это положительные явления, и мы по мере возможности фонда повышали тем категориям, которым мы считали, и были инициативы депутатов повысить некоторым категориям. Вот. И мы так и повышали, в принципе, но разом на большие суммы, которые хотелось бы видеть нашим гражданам, так быстро, без роста заработных плат, без дополнительных рабочих мест это невозможно. Сами даже плательщики взносов, мы, вот работоспособное население, мы должны ответственно выполнять свой долг и по поводу отчислений, и заботиться о старшем поколении. Забота заключается в чем? Забота заключается в том, что работать, открывать новые рабочие места и в соответствии с нашими законами отчислять страховые взносы фонда. И тогда будет и отчислений больше, и мы уже будем видеть, каким категориям, на какую сумму можно повышать пенсию. Но, как показывает практика, в принципе, это не только у нас, в любой стране сиюминутно, даже в течение года, не имея каких-то дополнительных источников финансирования, это невозможно. Это постепенный процесс, и в принципе все эти годы у нас положительная динамика. Но вот в прошлом 2020 году при всех трудностях пенсионный фонд на выплаты пенсионным фондом Абхазии было профинансировано свыше 1 миллиарда 8 миллионов рублей. Вот. Таких сумм выплат в общем пенсионным фондом Абхазии не было за всю историю фонда. Это говорит о том, что постепенно суммы на выплаты увеличиваются. Может, не именно каким-то категориям, там могут и меняться, допустим, с одной категории в другую переходят. В последнее время мы видим, что некоторые наши граждане не могут по ряду причин оформить российскую пенсию, и они оформляют абхазскую, которая вместе с доплатой составляет 2500 рублей. Некоторые говорят 500 рублей. 500 рублей получают те граждане, которые являются получателями российской пенсии. По возрасту наша пенсия, которая финансируется через Пенсионный фонд Абхазии, в общей сложности 2500 рублей. Это немного, понимаем, что на это жить невозможно, но и раньше выплаты, через которые производились Пенсионным фондом Абхазии, они были менее существенные. Вот, так что вот такая ситуация на сегодняшний день. Будем надеяться на изменение экономической ситуации в лучшую сторону. Спасибо вам за беседу. Вам тоже спасибо.